Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, телезрители. Сегодня передачу веду я, Бурдукова Ольга Юрьевна. Я дефектолог, логопед, волонтер регионального отделения «Общее дело», член регионального отделения «Трезвая Якутия» и руководитель проекта «Парадигма трезвости», режиссер Мария Новгородова, Максим Владимиров. Сегодня мы начинаем цикл лекций «Парадигма трезвости». И наши гости сегодня Башарина Зоя Константиновна, доктор филологических наук, профессор Института языков и культуры СВФУ имени Амосова, член Лиги женщины-ученые Якутии. Добрый день. Здравствуйте. И Сидорова Мария Петровна, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Международной академии трезвости, руководитель самодеятельного ансамбля русской песни «Павловские вечерки», лауреата и дипломата международных и региональных фольклорных фестивалей, руководитель поселкового общества любителей якутского национального шестья Аяр Кут. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы обсуждаем тему, которая касается абсолютно всех людей. Трезвость. Трезвость как биологическая норма человека. И эта норма нами не утрачена, ведь все люди рождаются трезвыми. Возможно ли трезвое общество без одурманивания алкоголем, табаком и другими веществами? Возможно, поговорим через призму закона трезвости Карла Георгиевича Башарина. Закон трезвости. Павел Георгиевич – это профессор, доктор медицинских наук, председатель Якутского отделения Российского общества патологоанатомов, заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия, академик многих международных и российских академий. И он говорил о том, что трезвость – это полная свобода от алкогольного, табачного, наркотического программирования и фактических отравлений. Ясное и четкое отражение головным мозгом окружающей действительности. Естественное, творческое и единственное разумное состояние живых существ человека, семьи, общества, государства и всего человечества. И нарушение этого закона ведет к вырождению или гибели живых существ и их потомства, включая и человеческое сообщество. И на самом деле трезвость остается, наверное, такой краеугольной и актуальнейшей темой для дискуссий во все, наверное, времена и во всех обществах на протяжении уже тысячелетий. И для того, чтобы лучше понять данный закон, давайте начнем со снов. А что же такое трезвость? Зоя Константиновна, расскажите, пожалуйста, что об этом говорил Карл Георгиевич? Спасибо за вопрос. Ну, в общем, мотивацией от данного определения о трезвости послужила доктрина здорового образа жизни, принятая под руководством первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева. Поскольку Карл Георгиевич был, вот как вы сказали, врачом-патологоанатомом, он вскрывал трупы людей, умерших от употребления этих алкогольных изделий. И своими глазами он видел, что происходит, какое воздействие алкоголь, табак наносят организму человека. Они разрушают все репродуктивные органы человека. И когда он проводил угловские чтения, он всегда вот такие буклеты, учебные пособия раздавал, как раздаточный материал, раздавал слушателям, которые пришли на угловские чтения. Здесь его экспонаты, уникальные экспонаты, вот воздействие алкоголя, табака на органы. И аналогов таких вот экспонатов нигде нет. Он создал на базе вот своего материала на кафедре анатомии музей. Этот музей и сегодня действует. Так что родители
учителя со своими школьниками, со своими детьми могут прийти в этот музей и смотреть своими глазами вот все эти его собранные экспонаты. Вот он всегда вот последнее угловское чтение провел в 2022 году, ушел из жизни в 2023. И благодаря тому, что его дело продолжают сегодня соратники, его ученики, в 2023 году осенью вот эти угловские чтения с университетом вместе тоже были проведены. И в 2024 году. Так что мы очень благодарны соратникам, что они продолжают его дело. Ну да, это очень важно, когда дело во всей жизни продолжается, да, и мы помним Карла Георгиевича, мощнейшего человека. Конечно. И, но в продолжении трезвость – это естественное состояние человека, как биологическая норма. Так почему же многие люди обманываются, отказываясь от своего естественного состояния, от такого величайшего дара природы? Мария Петровна, как думаете? Ну, я хочу еще раз сказать о Карле Георгиевиче, о нашем лидере, о нашем трибуне, об ярчайшем сыне нашего якутского народа, который вот всем сердцем болел за развитие нашей республики, за развитие вот народа Саха, за развитие всей нашей России. Он вот гимн России прямо, он даже не пел, а вот стихами. И он, когда он прямо стихом рассказывал, на каждом форуме вот трезвеннических сил он прямо начинал с этого вот как, ну, стихотворения. Это вообще что-то было. Ага. И вот Карл Георгиевич говорил, вообще нет такой дозы, вообще не может быть и не существует алкоголя, ну, любой дозы, которая может быть полезна или приемлема для человеческого организма, особенно для детского. И он всегда вот, да, Зоя Константиновна сказала про музей, прийти в этот музей, это действительно получить яркие вообще впечатления и эмоции. Это вообще у человека может мировоззрение повернуться на 180 градусов. Так что я тоже говорю и для учителей, и для всех, кто работает с молодежью. Посещайте этот музей, посмотрите, покажите своим детям. Вы и сами, не только ваши дети, и сами получите вообще такой импульс большой. А доз алкоголя, это все начинается вот действительно с малого. Когда мама с папой на Новый год радостные, открывают шампанское, конечно, и ребенок тут рядышком, он видит, какие мама с папой счастливые, и вроде бы все связано с этим шампанским. Но только шампанское, мы всего лишь бокальчик, и все. Вот такое ощущение, да? Ага. И еще сыночка может попросить, ой, а мне тоже налейте, а ему скажут, нет, ты что, ты маленький. Вот когда вырастешь, да. И вот, и все. Буквально совсем немножко яркое впечатление новогоднее, оно, видите, уже подмочено вот такой вот программированием таким. Ага. Но вот в наше время вот и стараниями Карла Георгиевича, стараниями его соратников, его учеников очень много сделано у нас в Якутии. Да. Мы когда ездили на форум, и все время говорят, вот как вы так сделали, что вот так у вас получилось. Все время старались подходить, чему-то вот у Карла Георгиевича что-то какие-то это узнать, азы, все. Действительно, в наше время вроде и трезвые села уже появились,
уже им немало их. И тем не менее, и даже в трезвых селах все равно есть проблемные люди, есть проблемы. Ну, это требует постоянного внимания. Ага. Ну, я так думаю, потому что очень многие, ну, я не знаю, сколько там процентов, точно не скажу, но все равно запрограммированные. Угу. Праздник, ну, на праздник, мы маленько, мы сильно, мы коньяк не будем покупать, там водку, фу, водка, мы как-то так по-цивильному, сухое или красненькое, а на самом деле это все, буквально, если не 0, значит минус сколько-то для мозга, для здоровья и именно для внутренней установки человека. Ну, я не буду, конечно, скрывать, до встречи с Карлом Георгиевичем у нас иногда были такие, ну, и праздник, мы тоже шампанское, слава богу, мы не напивались до пьяного этого состояния и как-то даже себя так это чувствовали, считали, вот мы не пьющие, ну, подумаешь, там в рюмку этого, еще и присказка у нас такая была, если бы все пили, как мы, трезвость бы давным-давно бы наступила. Оказывается, это нет. Сейчас, вот когда я уже пообщалась с Карлом Георгиевичем, когда я увидела старания, эти уроки трезвости тоже по радио проводили наши. Ага, все это посмотришь, это самое, потом прямо даже чувство стыда и вины возникает внутри. Вот. Потому что я однажды, женщина одна сказала, ну и что я пьяная, она на празднике была на новогоднем. Даже Мария Петровна, по-моему, шампанское пила, тот раз я видела. Видите, как влияет. Поэтому... Ну, да, наше общество в целом достаточно еще сильно запрограммировано. Да, сейчас даже. Хотя, справедливости ради сказать, да, ну, либо мне так везет, я не знаю, но окружение людей трезвых, оно все-таки растет. Да. И это приятно, и, ну, это опять-таки заслуга Карла Георгиевича, всей его команды, насколько огненно он шел к своей идее. И зажигал, ну, как факел был. Да, он зажигал многих людей. И я много слышала, много видела Карла Георгиевича. И однажды я его видела на Новый год. Мы собирались у Анастасии Дмитриевны. И настолько меня поразил, конечно, Карл Георгиевич. Ну, обычно пожилые люди, да, ну, совсем по-другому себя ведут. А там прям огонь. Прямо вот пламя такое. Вот, настолько мозг трезвый, активный. Мне стыдно стало. Я думаю, боже мой, по сравнению с ним я какая-то рохля. То есть там столько энергии. Это, конечно, вот заслуга Карла Георгиевича в том, что Якутия отрезвляется. Это здорово. Да, сейчас совсем не сравнишь, что было раньше, до того, как вот начались эти вот разные мероприятия. Работа кропотливая, ежедневная. Эта работа началась. После этого совсем, конечно, по-другому. А вот, Зоя Константиновна, вопрос к вам. А почему же тогда все-таки чаще всего трезвость называют утопией? Что, ну, невозможно прийти к трезвому обществу. Это как бы из разряда фантастики. Ну, это потому, что люди одурманены вот этими мифами. Вот есть прекрасное произведение классика якутской литературы Алексея Елисеевича Кулаковского «Оборотень», его перевели на русский язык. Вот он в этой поэме показывает две стороны алкоголя. С одной стороны, вот люди обманываются, да, он стал просто предметом бизнеса, что ли. И поэтому все, ну вот, идешь кому-то, ну, по какой-то своей
С просьбой. Ага, просьба или обязательно нужно с собой взять алкоголь. И вообще там написано, вот люди одурманены вот этими, у нас особенно пивной алкоголизм же в 90-х годах был развит. Все ходили. Вот потому что пьешь, и вот как вот сейчас вы сказали, люди веселыми становятся, как Мария Петровна говорила. А на самом деле они на все органы действуют отрицательно. Вот, поэтому вот прежде всего, видимо, вот профилактической вот своей работе соратники и другие люди, родители особенно, все начинается с семьи. В семье вот надо начинать эту работу с детьми. И там, значит, нужно обращать внимание на то, что это яд, это наркотик. Вот алкоголь и табак – это яд, это наркотик. Вот эту мысль, эту идею надо внушать всем. Ну да, очень часто же наркотик сразу, ой-ой-ой, это знаете, у меня, когда дети маленькие были, и когда они у других детей видели чупа-чупсы, они такие: мам, купи чупа-чупсы. Я говорю: ты знаешь, что там, какой состав? Там ароматизаторы, красители. Ну, чуть-чуть. Я говорю: а что, может, сразу тогда гашишика или героинчика? Они такие: мама, это плохо. Я говорю: так это тоже плохо. Только это помаленьку плохо, а потом она приводит к большим последствиям. И вот тут так же, да, как будто бы это безобидно, да, как будто бы. Да. Еще и когда же вырастешь, можно будет какая-то романтизация. И вот как Елена Ивановна говорит, шутря, ну нет же, говорит, алкоголя там для траура или для праздников. Но одна и та же вещь, а люди используют. Люди просто обманываются. Да, обманываются. Поэтому, вот это очень интересно, как мы умеем перестраиваться. Но у нас вот в селах, да, вот борьба за трезвость, разъяснительная работа в городе и в деревне – это две разные вещи. Ну, конечно, все основа одна, но в деревне как-то все потому что там все знаешь, откуда у него какие доходы, не дай бог он что-то там продает, алкоголь, все знают, еще скажут: ой, смотри какой, как он не думает о детях своих, как он не думает вот о карме, вы сказали, карма. Все равно это все возвращается. Поэтому у нас как-то в деревне так это чуть-чуть это... Ну, когда вот личная, да, ответственность есть. Ага. А алкоголь – это яд. Вот возьми какой-нибудь дихлофос, каким травят, вот, допустим, тараканов, да, или что-то. Налей себе чуть-чуть и выпей. А если кому-нибудь такое предложишь, сразу скажут: ничего себе, ты чё? Сумасшедший? Ну да, ты что, сумасшедшая? Или ты хочешь, чтобы мне стало плохо, чтобы я себя отравил? А какая разница? Это то же самое. Просто оно сделано так, с сахаром, там еще что-то, шипучка. Завуалировано. Да, завуалировано, очень хорошо завуалировано и обманывает. А сейчас в деревне очень много трезвых свадеб, очень много трезвых юбилеев стало. И уже, когда праздник, ты вообще не думаешь, что нужно купить там алкоголь, потом, что я буду травить своих же друзей. Так, сейчас прервемся на рекламу, и потом после рекламы продолжим.
возвращаемся дальше к нашему диалогу. И в самом начале, да, раз мы уже выяснили, что безопасных доз алкоголя не бывает, и трезвость должна быть 100%. Да. И наша задача, на самом деле, сохранить дар природы. Если вдруг, опять-таки, мы же живем в реалии, то все-таки возвращаться к трезвости, да, возвращаться к истокам и к исконному. То есть то, что нас усиливает, делает нас сильнее, помогает нам творить. И вот сейчас, конечно, ведется огромная политика государства, но на сегодняшний день все-таки это больше профилактика вреда от алкоголя, да. И в чем же вот здесь различие от другого подхода, это вот сохранение и восстановление трезвости, вот между профилактикой и трезвостью? Зоя Константиновна, как думаете? Я думаю, что между этими понятиями, конечно, есть большая разница, потому что действительно вот все указы, вот то, что нам сверху дается, это профилактика. А на самом деле мы должны стремиться к тому, что вообще, чтобы была осознанная человеком трезвость, чтобы он понимал, что алкоголь, и курение, наркотики, они вообще разрушают человека, его организм. Вот это надо, это надо понимать, и родители вот особенно, конечно, должны следить за своими детьми. Сейчас еще же есть такая зависимость от телефона, зависимость, детей особенно наших, да, от гаджетов и так далее. Это тоже очень большая проблема современной жизни. Это тоже зависимость. Тоже мания. Это тоже мания, это тоже зависимость. Также воздействует на мозг. Так что очень, конечно, мы живем в таком обществе небезопасном. А в чем же несостоятельность данного подхода именно профилактики? Мария Петровна, наверное. Лучше ответит, как почему биолог. Вот этот подход не очень качественно работает? Ведь мы же много где кричим, говорим. Вот мы, вроде мы кричим, как вы сказали, мы говорим, мы стараемся донести до кого-то что-то, да. Но, что называется, враг не дремлет. Все равно есть люди, которые абсолютно трезвые, но они производят, продают, перепродают алкоголь. Вот у нас поселок, вроде бы, да, трезвое село. У нас нету, на улице было, и там кучка стоит пьяная, и в другом углу стоит, мимо не пройти, дай 5 рублей, дай 50 рублей, если не дал, ты такая, сякая, всяко разно. Сейчас такого у нас нет. Но у нас буквально 10 минут доехать до Нижнего Бестяха, до Улусного центра. А там через каждые буквально, 200-300 метров то Алмаз, то Шанс какой-нибудь, то еще что-нибудь. Все алкоголь продающие магазины. Вот. Поэтому профилактика, конечно, она тоже очень нужна, обязательно нужна. И тем не менее, мне кажется, в первую очередь нужно работать над тем, чтобы человек понял, что вот дарована Богом тебе жизнь. Жизнь на счастье, на радость. Живи, радуйся, рожай детей. Пускай дети будут счастливые, радостные, не пьющие, не дай Бог, нигде не это самое, по причине пьяности, по причине одурманивания этим наркотиком, нигде не замешанные, не это самое. Вообще, есть люди, которые вот культурно пьют, да? И мне иногда очень хочется до них донести и сказать, вот никто не знает, где вот эта грань, после которой наступает уже точка невозврата. Вроде бы
и семьянин хороший, и дома вроде бы все старается, все в дом тащит, и работает с утра и до вечера, но выпивает по пятницам, выпивает в субботу, отдыхает. Но видите, один прекрасный или даже очень даже непрекрасный, несчастный день, оказывается, что он не может уже обойтись без этого. Угу. Это уже точка невозврата. Пришла она. Как это? Ну вот, да, Карл Георгиевич же тоже расширял трезвость с индивидуального качества на социальные системы семьи, общества, государства в целом. Да. И, конечно... семья, ячейка общества. Конечно, это самое начало, да. И правильно вы, Зоя Константиновна, сказали, что все начинается с дома. Да, то есть это самое первое общество, в которое попадает ребенок, в котором учится. И именно поэтому так крайне важно трезвое общество, и трезвое общество — это причина устойчивого развития, да, и они взаимосвязаны. И так, знаете, вот я хотела вот на таком моменте остановиться. Вот есть закон Мореля о вырождении, который говорит о болезненном уклонении от первоначального типа, которое передается по наследству и склонно прогрессировать. Он обратил внимание, что в дегенерации существенную роль играет не только наследственность, но и внешние факторы, например, нищета, голодание, уровень образования в том числе. Их, конечно, много факторов. И, опять-таки, алкоголь, табак, другие наркотики. И вот Морель говорил, что общество должно приняться за профилактику предупредительную, вырабатывая меры к тому, чтобы изменить физические, интеллектуальные и моральные условия человеческого существования. Имеет ли место в реальности быть закон вот этот Мореля, да? Если да, то, отталкиваясь от этого закона, как мы можем начать действовать, Зоя Карловна? Зоя Константиновна, извините. Да, такая волнительная тема. Да. Прямо хочется очень много сказать, и иногда не знаешь, как это донести. Да, как это выразить. Но не хочется такими очень научными такими словами говорить тоже с радиослушателями, поэтому теряешься. Я даже затрудняюсь ответить. Вот, Ольга Юрьевна, вот вы педагог, логопед, занимаетесь с детьми. А я вот тоже немножко вот с детьми работала, и это самое... очень хорошую вот такую вот эту заметила. Есть такое понятие в школе ситуации успеха. Вот, работаю в ней. Да. Ой, это прямо очень-очень-очень сильно работает, и вообще очень такой правильный этот подход. Да, ребенок может быть из не очень благополучной семьи, может это не очень обеспеченной семьи, хотя, может быть, там и они не пьют, ничего, очень трезвые, молодцы, работящиеся. Детей много, жизнь не дешевеет, дороговеет все-таки, и вот этот еще наш этот СВО, конечно, жизнь у нас такая трудная. Вот. Но ситуации успеха, создать ситуацию успеха. Вот я думала и подумала, вот так до меня дошло. А почему мы не создаем ситуацию успеха для взрослых людей? Да. Именно для трезвых людей. Потому что вот прямо вот мне иногда хочется вот сделать такую... я так, когда просто даже в такси еду, да, знаю, что парень трезвый, вот работает, добывает для семьи. Он работает где-то, а в выходные вот таксистом сегодня подрабатывает, везет. Я говорю, какой ты молодец. Вот все для семьи, для детей.
вот прямо вот трезво, не отвлекаясь ни на какие эти, это самое, какой ты молодец, все время стараясь вот эту вот свою ситуацию успеха где-то им там подбросить. Да, это очень-очень-очень положительная черта в человеке, семейственность. Вот у нас в селе Паловске, оно же это староверческое село, основано староверами, а староверы, у них второе название, вот семейские, потому что они с семьями. И очень семейные традиции, вот семейная домовитость. Вот у нас очень, кстати, последнее время, вот как трезвое село стало, и после этого даже все огород садят, все консервы закручивают, все, у тебя лечо вкуснейшее, вау, а у тебя тещин язык я пробовала, ты что? У нас соревнования всякие разные проводят на эти... всякие разные заготовки, молочные продукты. Ой, я когда увидела, сколько саламатов разных принесли эти наши жители Тёльбе. Это же все семейственность, это все, это основывается на трезвости. Да. На изменении вот человеческого мышления, на изменении его поведения, на изменении этих ценностей. Ценности, семейные ценности надо тоже вот. Карл Георгиевич тоже постоянно это самое, он про семейственность тоже очень хорошо всегда говорил. Папа, вот даже такой этот был в WhatsApp, то ли юмор, то ли что-то. 2 семьи. В одной семье наливают, ужин, наливают суп, подают отцу. В первую очередь. Потом детям. А в другой семье сперва детям, самое вкусное, ой, ложечка золотая, а потом уже папе чуть ли не что осталось. Вот. Даже это вот такие маленькие, эти самые, но уважение человеку труда. Вот раньше, когда совхозы были, очень это сильно было же, да? Но все равно в то время как-то много пищи было. А сейчас вот это чуть-чуть на другом уровне. Надо создать ситуацию успеха для людей, которые вот на основе трезвости, они вот семейные, заботятся о своих. Да, согласна. Потому что вот иногда бываешь в разных компаниях, и бывает так, что я могу находиться в компании, где там люди пьющие, и меня там, ты будешь? Я говорю, я не пью. Болеешь? Я говорю, нет, я здорова, в отличие от вас. То есть сразу, да, вот как бы такая ассоциация, если человек не отравляет себя алкоголем, мне очень сложно говорить про алкоголь и пьющий, да, то есть прям не могу, потому что пить — это питаться, напитываться. Как можно напитываться тем, что тебя убивает, да? Да. Поэтому я уже, тоже там в семье с родственниками разговариваю, когда там, я говорю, отравляться, да? Вы решили отравиться? И вот, вот ситуация успеха, что вот нас, дополнительно людей трезвых еще и обесценивают, да? А на самом деле это же действительно мощь. Трезвая семья, трезвые люди, осознанная трезвость. Да, они вот приумножают, они растут, они увеличиваются, да, создают больше для общества, для, не только для семьи, то есть трезвые люди, они же не живут уже только своей семьей, своими детьми, они создают общество, новое строят общество, да, и прям совсем другой уровень мышления, абсолютно другой уровень мышления. Какой там какая-то... Уровень Творца. Да. Ты создаешь. Они уже вот созидатели. По-другому подходят к жизни. И это вот, что отрадно, это уже видно, и это же есть. И среди молодежи очень есть это
Я замечаю. Да, осознанных Это, много да, становится сейчас. Осознанная трезвость, как Карл Георгиевич говорил. Действительно, это осознанность в этом деле это самое главное. Вот именно на это мы работаем. На осознанное. Когда уже, да зачем мне это надо? Мне завтра, мне это нужно, мне то нужно, мне это самое нужно. Я какие-то деньги свои еще буду на какую-то это, грубо говоря, пойло тратить. Не, я сыну вон должен, он у меня захотел мастер-класс пойти по глине там или по этому ротангу, сейчас очень модно, да, я лучше это ему куплю такой мастер-класс, пускай он сходит, или вот интерьерные картины, да, делает. Вообще творчество это тоже, кстати говоря, один из таких ступеней, который человека очень укрепляет в осознанной трезвости. Ну, да, я сейчас тоже читаю лекции для родителей по причинам нарушения развития их детей. И у меня есть там схема определенная. Так вот, творчество, она стоит на самом высшем уровне развития. Да? По образу и подобию мы все-таки идем в творцы. И когда мы начинаем творить, да, создавать что-то, улучшать, что-то новое создавать, мы уже выходим на уровень Творца. И, конечно, мы все к этому стремимся. И, конечно же, когда человек трезвый, он это видит, он понимает, и с еще большим рвением он стремится туда. Поэтому абсолютно согласна с тем, что трезвость необходимо сохранять, учить наших детей сохранять трезвость, потому что действительно мы живем в таком достаточно сложном мире, да, где противодействие разных сторон есть, кто-то личные какие-то свои интересы. И вот знаете, хочу еще вот спросить, меня прям вот этот вопрос коробит очень сильно. Как вы относитесь к БПАХу? БПАХ. Да, БПАХ. Почему я этот вопрос задаю? Потому что как-то мы приходили в школу, читали лекцию, и один педагог говорит: а вы знаете, что БПАХ это вредно? Я говорю, а меня, знаете, вот как-то так зацепило. Я говорю, как? Так настоящий БПАХ-то это не вредно. Другая история, что нарушили технологию производства. Да. Вот. И про это мы поговорим уже, наверное, в следующий раз. Такая интересная сегодня беседа. Я благодарю за встречу, за такой подробный разговор про Карла Георгиевича. Благодарю.